Из урока задания параметров проекта мы узнаем, какие базовые методики расчета дорожных одежд поддерживает Indoor Pavement, как правильно задать параметры района проектирования и дороги и расчетную нагрузку. Откроем параметры проекта. Обратите внимание, что изменять параметры проекта, в том числе критерии расчета, можно на любом этапе работы с проектом. Система Indoor Pavement поддерживает следующие базовые методики расчета конструкций нежестких дорожных одежд. PNST 265-2018, ODN 218.046.01, MODN 2-2001, VSN 4683, SPRK 303-104-2014 и инструкцию по расчету дорожных одежд нежесткого типа для карьерных дорог под автосамосвалы грузоподъемностью 27-180 тонн. В качестве основной методики расчета выберем PNST 265-2018. В группе критерии расчета снимем флаги во всех полях. Теперь зададим параметры района проектирования. Укажем техническую категорию дороги 1Б. Обратите внимание, что для дороги первой категории автоматически назначается капитальный тип дорожной одежды. Для других категорий могут быть назначены другие типы дорожных одежд. Выберем дорожно-климатическую зону 2, подзона 2. Точно определить, в какой именно зоне находится расчетный объект, вам поможет карта дорожно-климатических зон России и ближайшего зарубежья. Флаг «Восточный район» устанавливается вами при необходимости. Он влияет на расчет морозоустойчивости. Для дорожно-климатической зоны 1 добавляется возможность установить флаг «Зона многолетней мерзлоты», при установке которого в расчеты на прочность вносятся соответствующие СП 313 132 5800 2017 корректировки. В строке «Схема увлажнения» укажем схема 1 атмосферные осадки. Зададим расчетный срок службы проектируемой дорожной одежды, равный 20 годам. Это значение соответствует первой категории дороги. Коэффициент заданной надежности определился равным 0,98. При выбранной опции «Автоматический расчет» в соответствии с заданным уровнем надежности система автоматически рассчитывает требуемые коэффициенты прочности. При выборе опции «Явное задание» все коэффициенты необходимо ввести вручную. Далее зададим параметры дороги и расчетной нагрузки. По количеству дней в году с деформируемой конструкцией выберем район номер 4. Для уточнения вы можете просмотреть карту районирования. Назначим тип земляного полотна нулевые места и тип местности по рельефу предгорный. Зададим группу расчетной нагрузки А11,5. Поле давления колеса на дорогу. Параметры расчетной нагрузки: давление в шине, диаметр отпечатка шины при статической и динамической нагрузках, статическая нагрузка на ось рассчитаются автоматически. Флаг назначает параметры нагрузки согласно ГОСТ 32-960-2014 устанавливается автоматически для капитального типа дорожных одежд. Обратите внимание, что помимо групп расчетных нагрузок, определенных методикой расчета, можно задать параметры расчетной нагрузки через задание нагрузки на ось при выборе опции «Расчет по осевой нагрузке» или вручную, выбрав пункт «Явное задание». Ими можно воспользоваться при расчетах нестандартных осевых нагрузок. Все расчеты на прочность зависят от суммарного расчетного числа приложений расчетной нагрузки к точке на поверхности конструкции за весь срок службы. В зависимости от известных параметров число приложений расчетной нагрузки можно вычислить по условиям движения или по требуемому модулю упругости, а также задать вручную в явном виде. Рассчитаем его по условиям движения. В строке «Тип участка дороги» укажем полоса движения. Помимо полосы движения, расчет может производиться для обочин, тротуаров и прочих участков дороги. При расчете краевой полосы указание значения приведенной интенсивности обязательно, поэтому определение числа приложений расчетной нагрузки может быть произведено только по условиям движения.
В противном случае по умолчанию расчет будет произведен для единичной интенсивности, вследствие чего результат будет сильно отличаться от реального. Зададим показатель изменения интенсивности по годам 1,04. Приведенная интенсивность может быть задана по числу или по доле приведенных автомобилей. В таком случае для каждой категории транспортных средств должна быть задана интенсивность по видам автомобилей. Для настройки отображения видов автомобилей в инспекторе объектов можно открыть библиотеку транспортных средств нажатием кнопки марки или библиотека автомобилей на ленте. Для нашего проекта приведенную интенсивность зададим вручную. Выберем способ задания на последний год службы. В строке «Приведенная перспективная интенсивность» выберем пункт «Явное задание». И в поле «Приведенная интенсивность» укажем 2200 автомобилей в сутки. Рассчитанное значение суммарного числа приложений расчетной нагрузки отображается в поле значение NP. В группе «Оценка прочности» задаются параметры расчета слоев усиления, если они есть в конструкции. Подробнее об этом мы расскажем на занятии «Расчет усиления конструкции». Группа параметров «Расчетная относительная влажность грунта» определяется автоматически параметрами местности и типом грунта, если для конструкции задается грунт из стандартной библиотеки материалов. В противном случае их нужно откорректировать вручную.